пирин чун жүрем, онышлы жин жүрем, малала тызылат. Неренде бір кашпа, чувашла ятсем жындымыр. Телемелле вайлыгунда чеченецембе, ногайзембе, кумыксембе, лаксембе, туслыкка жииртире. Чувашла, чеченла, кумыклар тажы зембылжис. Перембенде бірле шеребе, ипчиндени бегек. Ногайзембе да кумыксем прилелар здесь. Пулы изегизе башфизен беренер. Шамбада юрпан ирек пулы шурбижине. Вот. Ха зелим хан гилже. Баянанде бирен кундерги шатларак пулмалла. Баян биренинде экскурсия куне. Эбер булапыр Дербентра, Махачкалара, пиренде кужаза меске гадарда жебер жананде курапыр. Кайран вара бирин качпа кумык сень район центринде, районде культуры журдинде булат концерт. Унда пирин концерт, ада кумык сен казинде бире. Савындарашын казин булдар улы гибе. Качпа вара шавьялдах, бире абатши гиреп придезагалар жингевзем, шкулда, спортзалра эбер шиуракта. Уран вара бирин ирек са ускалмалла хамрын тывай шыршыға. Халике шагын деп Игамда чирлемень, курде дергелли. Онда по Шубашкардан шангаларышке, онда здесь мускаври телевидение галат. Дагестанда татахтемске пулну, путырмақ, езермелледеш, бирин курде лайық. Онда телемелле үрі берекет селесі. Кемде дума қадыр пиринжен, ана итмада қырат бір, идангына үрек тумадыры жашағына. Пулы гилу, пулы зигилесе, коньяк керлю, коньяк зигилесе канистр земле, иземереги де фурге бур, юни каппада сухмага дербезем. Иде ван калеге. Шамбада паян шагындан индега урузага пыр Каспий денизинде. Каспий денизинде тав галас келет. Гол бире малашне де шагынбек илирцедидир чувашсене. Мажутпа Шубашкарда бурнага земле тада үтки жерде бурнаган чувашсем. Канма шагында кезен лайыктары. Бунда пірремежі бол хамырын, яджи де чуваш яджи, каш, пи, тенизе чуваш паны яд, иккемежі юни қақсен. Ишемежі халығы педекі цели. Кен сервисен день, күшкінан де хура дениспе, е калы бұрымда, водам жыр дениспе, таллашмас бұл. Анжақта үттезем хевел, хум, тенис, ожа, шимны зем, абат шимеш, тада хагазем пиде лайық ергелі. Урпагалазан кембек куян жингенам бар, водам укша изадараган жинда, кунда шихаешен небе, килзе, канма будары. Урне деген раппар, малашне Каспий дестердеген. Эрегун булдыр, мана Диана Сусарин десіне шеп шуйжым фольклорушканың ердежи. Эбргаль 20 километр Махачкаларан урнашны. Пире нага делегация гыценже, эбргунда гигун булдымыр, Каспий дениз херринже, ылтын хойер жинже. Ебір таштада житне, пирин шуйжым жын, жак пиде білдер шлигунзем бүлдеш, мүжін дезесін кыштада житсесін, де ғамыравали буянлықты бапыр, шинзембе бала жапыр, ожы гомыл багыцы еліне жын, урнеде тавзыма хигалас келет, пире биде чынақта келіші, тада келес комылземде ялнақ билат, түрлі шыржывзене келзесін, күндада шамбегех юрларымыр, дашларымыр нер. Салам урнеде, үстінерен, серім падахынына житрем көжал. Кожалхи шулширеве ученна, пиди гомола бульже, куя балам мана пиди хавхаландарать. Маншутпа сялнашкал шулширев всем халаха пиди положаще. Всем остан бараще, чаваш полник кодордаще. Оштаны бир тухромыр, тадах палахта переваливал шухажа барать. Ишта бир кайран малашне Буронат пыр, ыштагаят пыр. Ышта берін күміл тұрдым тозалай. Эпхам истонере шыралза юсрем, аннем чуваш. Твады жылгарах чуваш чихине вереме пучларым, хам түлі никам дамана верен месть. Кунда чуваш лагалашману май бульже, кумана пиди килюшеть. Менжен тесен истонере чуваш лагалашма ну май мажук. Сялам вахта, ну май галашрымыр, тадахты калашап. Аккун я бала. Чувашла яд ежындын и міле яд ежындын. Айдар. Мотор. Манашла ховатлы яд. Лайық. Манады келешет. Тада міскер келеші, шак үшін жүре білез ана Айдар. Міскер келешірі. Ховнавали міле чынылықсы мұшкан. Шузы мушкан ба тұслашлагарым. Бұл мушкан мана тахчанақта келешірем.
интернет трап, оқса илдім, көзал, акилош кенчендер булдымыр. Айдарба ебір тақчанақты интернет трап калашырымыр, халінде түррен калашма бұлай. Телегураган сене мінсінме бұлдарат түтсізде. Телегураган сене, келес шул жүрек пулзасында, худшоныр. Аны менер, анладаныр, купиде кирлі ебала, чаваш культуру просы, чаваш культуру шын эшті васы пиде кирлі. Махачкала дизе кула баринже шүл твада юбарандыраган вижи юбарандыраки стелла деши Гора Таркитау – это исторически наша родина. После того, как разбили хазарский каганат, арабы вошли в халифат. Ввели исламскую веру, приняли все эти народы. И они устроили, правление поставили шамхальство. Это был выходец из Шама и стал ханом Каспийского предбрежья. После этого создалось шамхальство Тарковское. И она вот у нас, как говорится, просуществовала до 1917 года, до революции. Последний Шамхал был арестован и выслан в Архангельск. После этого упразднили весь этот шамхальство и всю низменность поделили, как говорится, советская власть наша поделила на все народности Республики Дагестан. И вот сегодня это, как говорится, то, что мы хотим сохранить. Сегодня мы добились того, что Министерство России с помощью нашей общественности уже признало его историческим памятником и создали заповедник федерального значения. Более 30-40 разных видов растений, которые здесь у нас растут, они занесены в Красную книгу Российской Федерации, международных этих. И, так говорится, сегодня мы стараемся сохранить его. Видите, в связи с тем, что пошла демократия, пошли застраиваться. Здесь посадили сосны в свое время, все работники нашего города Махачкалы были обязаны посадить по одному дереву. И в связи с этим вот студенты, работники, все это вот посадили склон. Никто не думал, что здесь прижмутся сосны, потому что у нас на Таркитау нету сосен. Есть только свои деревья, исторические. Вот оно, наша родина на сегодня. Сегодня мы стараемся восстановить наш Таркинский район, который упразднили в 1947 году. После депортации наших жителей здесь на земле чеченцев репрессированных. Вот мы хотим сегодня восстановить эту историческую справедливость, и общество борется сегодня за, как говорится, за справедливые решения руководства. Меня Залимхан зовут. И вы кто? Кем являетесь? Залимхан? Я являюсь сопредседателем. Здесь у нас есть Союз общественных объединений, сплоченность такое. Это все равнинные населенные пункты, мы объединяемся и как-то выступаем в защиту наших гражданских и общественных прав. Согласно Конституции Российской Федерации. И вот стараемся сегодня. Аул это называется, аул? Отсюда переходил. А бойну-ак назвали. Бойну, это шея у нас. Ак. Они обвязывали платками себя. И когда выходили на шелковый путь проходил вдоль Каспийского моря. И чтобы они как-то не спутать друг друга, вот одевали, да, белые шарфы на шею. И с тех пор он остался бойну-ак. Белая шея. И тем самым они опознавали друг друга, когда, ну, так скажем, обкрадывали караваны.
Это Кумыкское село, да? Это Кумыкское село. Вы сейчас находитесь на родине выдающегося борца за создание советской власти в Дагестане Улубия Даниловича Буйнашки. Улубий Буйнашки родился в этом селении в 1890 году, 27 августа. Прошли детские годы его в этом селе. Благодарные земляки Улубия Буйнашку выделили вот эту вот земельную площадь, построили дом под музей, приобрели, установили за свои средства все это. Вот этот памятник тоже установлено все за средства жителей аула Буйнак. Буйнак назывался он раньше, а в честь Улубия Буйнакского переименовали Буйнак. Он стал Улуби аула. Сегодня он Улуби аул. Убияли. Улу это великий. Бек Буйнакский Улуби был из бекского сословия. Его предки были беки, тысячелетиями правившие в Дагестане шавхальством. После установления, после внедрения ислама в Дагестан, после завоевания арабами Дагестан, территории Дагестана, они внедрили ислам, и не в один год, конечно, это было 1734 год, год принятия кумыками, неизменной частью Дагестана, год принятия ислама. До этого периода здесь, вот за этой горой, есть местность, Учеки называется. Там был город, старинный город, Варачан назывался, город царства гуннов. Столица царства гуннов. Последний царь был убит именно арабами. Они завоевали, уничтожили этот город, завоевали и обосновались впоследствии. Те же завоеватели, после того, как они завоевали территорию Дагестана, им была дана возможность оставаться здесь и дальше править здесь, собирать дань и так далее. Из этого тухума, тухум называется, рода, Улуби Буйнакский, самый последний. Там я сделал родословную рода его предков. Значит, вы увидите, Улуби Буйнакский из рода беков, правителей, шамхалов, великих князей буйнакских. Все, дальше продолжим там уже, да? А это кто? А это, Шейх Султанмуд? да, Султанмуд, сын Чапан Шамхала Тарковского. Как раз таки отец его в 1570 году он умер и похоронен на могиле здесь, в Буйнакской могиле, на кладбище здесь. Его могила находится здесь. Отца его. Отец его был великий Шаухал Чапан. В общем, там родословная, я вам говорил об этом, родословная правителей Шаухала, владетелей Буйнака. Каждый Шаухал назначался, будь он Таркап, дом правления, когда находился Таркап, будь он в Лакском районе, высоко в горах, Казакумухе, будь он Капикумухе, и в последнее время их правление было Казанище, да? Где бы не было дом правления Шамхала, туда избирался Шамхал, из этого селения. Наследник оставался здесь. Дом правления находился в другом месте, в столице, Таркап. Да? И после воссоединения России с Россией и Дагестана, значит, это 1725 год, да? После этого периода шамхалов стали называть шамхалами тарковскими. Так как у нас здесь, в Дагестане, людей называли по отцу, фамилии не было.
так как сегодня Магомедов, Алиев и так далее. Да? Вот. А знаменитых людей, Барчов, например, который известен во всем Дагестане и за пределы Дагестана, их называли по месту его жительства. Так? И также назвали и Улуби. Улуби из Бойнака, Бойнакский Улуби. И Шамхала Тарковский, например, Герей Шамхал Тарковский, он правил тогда в Таркане. Вы проезжали Махачкалу, над Махачкалой, вот на склоне горы находится вот это селение. Сейчас она слилась с городом, вот это село. Так. Я, прежде чем приступить к истории революции и гражданской войны в Дагестане, чем занимался Улуби Буйнакский, я хотел бы сказать о его предках, вот сейчас уже продолжаю. Вон там вы видите вот этих двух мужчин, которые Зубайрбек и Ибраимбек, это два близнеца. В трехлетнем возрасте, двухлетнем, трехлетнем возрасте имам Шамиль, его верный наиб Хаджи Мурат с гор спустился с 500 воинами. Прибыли в это село, и здесь наследник Шамхала жил здесь. Их отец, его звали Шахвалибек. Они убили этого человека в неравном бою, ограбили дом его и вывезли жену его и двух этих младенцев в гору отвезли. Передали Шамилю. У Шамиля жители этого аула выкупили этих двух близнецов, продав свои общественные земли. Когда вы ехали сюда, там балка была. Одна балка, потом чуть дальше еще другая балка. Вот эти вот самые плодородные вот эти вот земли, они продали соседнему населению, джамаату. Джамаат — это общественность. И за вырученные деньги выкупили у Шамиля этих двух близнецов. Вам по пути расскажут, кто такой Шамиль и так далее, вам расскажут. Я не буду углубляться. Вот народ выкупил их, этих двух близнецов. Когда они выросли, это было уже начало этого века, 14 год. В 14 году они завершили строительство мечети. Там, значит, фотографии мечети. Там до сих пор работает соборная мечеть, Джума мечеть называется. Вот эту мечеть они на свои средства построили. Знак благодарности своему народу. Они знали, что придет другое время, их здесь уже не будет. Перед этим как раз они собрали народ и дали народу, сказали, что нам сделать. Подвести, у нас дефицит воды питьевой, подвести сюда воду из леса. А народ сказал, постройте нам соборную мечеть. Вот так и получилось. Умер один из них в 16 году, а другой умер в 1892 году еще. Вот. В 16 году он умер, а в 14 году они открыли эту мечеть, и до сих пор эта мечеть работает, действует. Так, вот там вы видите печать. Эта печать, вот она. Я, где бы ни был, рассказываю об этом, и чтобы можно было показать сразу, я пока еще не выставил там экспозицию. Вот эта печать в 1740 году изготовлена. В 1740 году Баммадбек, владетель этой печати, он же был владетель Улубойнакских земель, наследник Шамхала. Так? На трон престола наследник. Вот эту вот печать они ставили на проходящих обозах по Великому Шелковому пути. Там вы будете дальше ехать, увидите, будет балка. Вот на этой местности, на самом узком месте, где человек только может по этой дороге пройти, дальше уже дороги другой нет. Вот на этом месте у них была застава. Как таможенная застава сегодня. Вот они ставили эту печать, и эти люди проходили, обозы, кто бы ни был. Проходили по Дагестану до
правого берега Терека, реки Терек, никто дальше их беспокоит не союз боя. Ясно, да? Вот такая сила была людей, которые жили здесь, в Дагестане. Они со всех горных сел, со всех районов Дагестана они собирали дань и, видимо, отправляли еще туда дальше и сами управляли здесь. В военное время каждое селение, каждое общество отдавало им и лошадь, и человека, и так далее. Все это вы понимаете, да? Так. Вот из их рода и век Буйнакский Улуби. Там есть Улуби Буйнакский тоже. Теперь дальше продолжим. Уже в залах музея. К столетию со дня рождения Улубия Буйнакского, вот это вот ковер с фотографией Улубия Буйнакского, вот видите, это было в 1990 году. Мы отметили 100 лет со дня рождения Улубия Буйнакского. Да. Эту печать вам потом поставлю. Дальше пойдемте в залах. Расскажу я вам дальше. Если хотите, вот даже вместе, владите. Вы наследник. Вы купили эту печать. Имейте в виду, когда в Избирбаше, вот тут есть город Избирбаш, кто-то строил дом. Если бы он, когда он копал фундаменты, отошел бы на 20 сантиметров дальше, и эта печать осталась бы в земле. Когда я искал их в архивах, данные эти, потом я, когда находил их могилы, надмогильные камни, там на памятниках расшифровывал их данные, имена и так далее, все это. Видимо, оттуда дали мне помощь, и вышла вот эта вот печать, да? И эту печать я вынужден был уже выкупить у них, потому что они поняли, что это значение имеет для нашего села, для этого музея и так далее. Вот они мне стали торговать. 50 тысяч. Я говорю, если кто-нибудь больше, чем 10 тысяч вам отдает за это, продайте. Обиделся, я ушел. Эта территория этого человека, владетель Омбу этих земель. Я им объясняю все это. Я выпускал книгу, весь материал собрал и пошел туда книгу, объясняю. А это уже у них разгорелось желание продать. Вот когда они поняли, что значит, это значение для меня имеет. Ну, потом, через год, они еще никому не продали. Пошел я за эти 10 тысяч, купил у них. А что там написано на кольце? А тут написано то же самое, что и там. Ага, ясно. Владетель этой печати Вали Мухаммад. Вали это владетель называется, хозяин этой печати, Вали Мухаммад. Год дата там есть, 1740 год, мы перевели его на настоящее время. Так, ребята, здесь мы хотели воссоздать имитацию домашней обстановки, где провел детские годы Улуби Буйнакский. Отец его был наебом Карабудаккенского участка, так как он, вот как сегодня Карабудаккенский район, он управлял этим районом. Все дела района тогда. И он должен был и читать, и писать, поэтому мы выставили и стол, вот, здесь и стул. Дальше, значит, здесь фотография, паспортная книжка здесь есть, женщины, которая скормила, вырастила Улубия Буйнакского. Улуби Буйнакский родился от второй жены отца. Первая жена умерла, оставив 4 детей. И старший сын, его звали Магарламбек, недовольные богатые родственники этим браком, не соответствовала девушка, на которой он хотел жениться. Она была из середняков, а они из бекского сословия. Вот, богатые родственники не были согласны за этот брак. Но он наперекор более богатых родственников женился на этой девушке из соседнего селения. Это только родился Улуби Буйнакский. Только родился. Не было и 6 месяцев ему от роду, тогда, когда случилась такая трагедия. Трагедия такого характера. Значит, была зима. Хотела она разжечь печку, да? Отопление же, печное отопление дровами. Попросила наколоть дрова. Это уже старшего сына от первой жены.
и так они относились высокомерно по отношению к этой женщине, а потом еще и богатый родственник травили против этой женщины. И случилось вот так вот. Он схватил топор, зарубил ударом этого топора мать Улугбека Буйнакского. Она умерла от руки старшего же брата Улугбека Буйнакского. Почему мы думаем, Улуби пошел по другому пути? Тогда, когда он мог бы и учиться, и жить, и работать при любом строе. Так? У него такая возможность была. А он пошел против тысячелетиями правили их род, а он пошел, стал революционером. Боролся за счастье трудового народа, за справедливость, чтобы не было богатых и бедных и так далее. Вот начиная с этого момента, я думаю, он начал уже понимать, что вот это вот социальное неравенство, вот незаслуженное, вот его осудили на 6 лет всего. А добился отец пересмотра суда и вторично осудили его на вечное поселение в Сибирь. Вот так он поступил. Он очень любил свою жену, он очень любил этого маленького Улугбека Буйнакского, он хотел, чтобы он учился, вот, и отдал его на учебу. Так как он офицер царской армии, он в конвое царском до пенсии работал, вот, до выхода на пенсию был в конвое царя. И благодаря службе отца в царской армии Улуби удавалось учиться и находиться на полном государственном обеспечении в гимназии тогда. Вот так Улубе отдали учиться в Темирхан-Шуринском реальном училище. Учился он 2 года. Потом перевели его в Ставрополь, с Ставрополя перевели его в Тифлис. В общем, не видел я радости с самых малых лет, напишет он, будучи уже в Дагестане, в годы своей революционной деятельности. Дошли до нас письма, сохранились. Вот. И в одном из них он пишет: не видел я радости с самых малых лет. В скитаниях прошли его детские годы, мать была убита, нашли какую-то женщину, долго искали. Почему долго искали? Потому что нужно было, чтобы она была чистоплотная, здоровая, с благим намерением и так далее. Все это, чтобы было в этой одной женщине. Она вскормила, вырастила Улугбека Буйнакского. Потом уже в годы революционной деятельности Улугбека дом этой женщины был одной из явочных квартир, когда они скрывались из Дагестана. Пройдемте дальше, пожалуйста. Его самая ранняя фотография вот здесь вот. Если вы полукругом встанете, все увидите. Вот он Улугбек Буйнакский в раннем детстве. Его редкая фотография, одна единственная, вот такая. Улугбек Буйнакский, когда он учился в Темирхан-Шуринском реальном училище. Это Темирхан-Шура, город Буйнакск сегодня, столица Дагестана. Тогда, до советской власти, да, столицей Дагестана был город Темирхан-Шура. Значит, Темирхан-Шура переименовали в город Буйнакск в честь Улугбека Буйнакского. Вот в Буйнакске находился реальное училище, где учился 2 года. Умер отец, его перевели из Темирхан-Шуринского реального училища в Ставропольскую гимназию. В Ставрополе застает его первая русская революция 5-7 годов. Он учился там. Значит, в числе старших учащихся товарищей по учебе Улугбек Буйнакский тоже был активным участником событий в деле распространения листовок, прокламаций, газет, подпольной типографии, подпольной организации РСДРП большевиков, за что и закрыли этот учебный пансион, расформировали их по другим учебным заведениям Российской империи. Тогда Улугбек попадает в Тифлисскую мужскую гимназию. С 1907 по 1910 год Улугбек Буйнакский находился в Тифлисской мужской гимназии. Учился успешно, закончил полный курс гимназии с серебряной медалью. И имел право поступать и выбрать любое высшее учебное заведение, поступать без сдачи вступительных экзаменов. Он переводился из юридического факультета на 5-м курсе, переводился на историко-филологический факультет.
все равно победа февральской буржуазно-демократической революции застает Улубея в Москве. Года родной ему Дагестан, как наиболее подготовленного для этой работы в Дагестане человека, человек, который знает один из языков многонациональных народов Дагестана, так, кумыкский язык, на котором, если даже не могли говорить, а понимали все остальные народы, проживающие в Дагестане. Этот кумыкский язык, потому что они жили на равнине, каждый, кто спускался или проезжал, он обязан был или хотя бы понимать этот язык. Поэтому человек, который знает этот язык, кумыкский язык, человек, который наиболее подготовлен для этой работы, преданный. И в воспоминаниях соратников Улубея Буйнакского мы читаем уже после установления советской власти, они пишут, не было такого наиболее подготовленного человека для этой работы в то время, чем Улубей Буйнакский. Работал с Лениным, работал со Сталиным, со Свердловым, Кировым, Орджоникидзе. Они, когда приехал он в Дагестан в 17 году, в ноябре месяце уже, в ноябре 17 года, он создает Форт-Петровский военный революционный. Я почему говорю он, именно о нем? Потому что это революция и гражданская война в Дагестане, об этом много можно говорить. Я о нем только вам скажу. Почему? Не один он, конечно, много соратников было. Обо всех я не могу, всех вы не знаете. Вы знаете только Улубея Буйнакского сегодня. Его соратников. Вместе с соратниками Улубей Буйнакский создает Форт-Петровский военно-революционный комитет. Его председателем назначен был он сам. И объявляя советскую власть в городе Форт-Петровске и ближайших селений, Улубей говорил, отныне судьбу жителей ущелья скал, судьбу всех трудящихся Дагестана будут решать не царские чиновники, не министры временного правительства, не шейхи и богачи, а вы сами. Это короткая история, с которой выступил Улубей Буйнакский перед народом. Теперь, перед горожанами. Теперь, когда они создали Форт-Петровский военно-революционный комитет, нужно было областной военно-революционный комитет создавать, но нужно было массово внедрять свою идею. Вот они и ездили по населенным пунктам, по районам, по селам Дагестана. И вот так, как я сейчас перед вами выступаю, ему приходилось выступать перед народом. А там разнобой. Не только одни сторонники, например, идеи Улубея Буйнакского, там были противники. Они носили оружие, они могли в любое время безнаказанно поступать так, как им заблагорассудится, как говорится. Да? А этот человек хотел отнимать у этого человека и землю, и баранов, и все прочее раздать народу. Вот так, за это он боролся, за это он объяснял. Чтобы народ поднимался, за ним нужно было выступить с живым словом перед народом. Не так, как сегодня по телевизору сказал и ушел охраной вокруг. Нет, он перед народом выступал, и какое мужество у человека должно было быть, и какой должен был быть он, человек, который должен был знать и настроение масс, а потом менталитет вот этот вот горского народа. Они же не грамотный народ-то тогда. Вот так он выступал перед народом, поднимал народ, и народ пошел за большевиками. Они создали областной военно-революционный комитет, создали подпольный комитет партии большевиков во главе с Улубеем Буйнакским. Улубей Буйнакский был первый председатель подпольной автономной партии в Дагестане. Дальше, значит, подходит месяц май 2019 года. Была проделана большая работа. Улубей Буйнакский после того, как создал областной военно-революционный комитет, Улубею пришлось выехать в Москву, в центр, для получения помощи из центра, для дальнейшей работы здесь. И он выехал туда, в течение 3 месяцев он проработал в Москве в Наркомнате, в Народном комитете по национальным вопросам, под отделом Наркомнате,
он руководил дагестанский подотдел там. 3 месяца прошло, он выезжает оттуда с 2 миллионами денег, когда эти деньги должны быть большие были, значит, для приобретения оружия, для приобретения урожая и так далее, обеспечения личного состава и так далее. Вот все это, для этого он привез, эти деньги тоже сюда привез, рискуя своей жизнью, привез, он по степям ездил. Приехал в Дагестан, и работа продолжалась здесь. И в мае месяце было подготовлено все для того, чтобы свергнуть горское правительство. Я вам скажу, горское правительство готовое предать пределы Дагестана кому угодно, лишь бы не победили большевики в Дагестане. Тут и были интересы англичан, интересы турков, интересы американцев. Вот точно такая же политика, как сегодня ведется, шла и тогда, здесь. Духовенство на стороне их, а народ больше слушался духовенству и так далее. Вот такая была обстановка в Дагестане, тогда, когда Улуби Буйнакский собрал подпольный обком партии, всех членов подпольной обком партии, в городе Темирхан-Шуре, в областном центре Дагестана, где был военный гарнизон, горское правительство там сидит. Прямо под носом горского правительства такой конспиратор сильнейший не мог допускать он такую ошибку и проводить это мероприятие там. Тогда, когда их штаб находился за 100 километров в горах, там нужно было проводить это, а нужна была скорость. Завтра, послезавтра приступала сюда, выехали уже, должны были прибыть часть 11-й Красной Армии в помощь дагестанцам. Вот. А они к этому времени должны были здесь какие-то вопросы решить. Вот. И вот когда заседал военный совет, в составе 36 всех их арестовали. Я еще раз подчеркиваю, если бы не было предательства, этого не было бы. Дальше. Арестовали, посадили в тюрьму. Всех членов подпольного в составе 36. В одиночной камере сидел Улуби Буйнакский. Это подлинная дверь. За этой дверью сидел в одиночной камере Улуби Буйнакский. И та оконная решетка тоже подлинная. Когда мы расширяли здание музея, буквально в 90-м году, 1990 году, я сам лично в Махачкале нашел вот эту тюрьму, где сидел Улуби Буйнакский в одиночной камере. Ванная комната была в этот день. Ванная комната одного из жителей города Махачкалы. Я говорю, дайте мне, пожалуйста, если можно, я вам современную раму привезу. Они с великим удовольствием дали мне снять вот это, снял, привез, это подлинная вещь. Они пользовались еще, у них была ванная комната. Я установил раму современную, а это сюда вот привез. Вот решетка в приемной камере, где сидел Улуби Буйнакский. Я сейчас заканчиваю. Смотрите, ребята, значит, Улуби Буйнакский, когда ему дали возможность уйти, быть освобожденным, была такая возможность, они подкупили стражу, дали им еще денег. Этот ингуш Лиянов взял эти деньги и ушел, оставил открытой дверь. До этого он поставил условия. Если вы хотите, собираетесь освобождать меня, вместе со мной, из общей камеры, 7, 5, хотя бы 3, но не меня одного, оставив товарищей и быть освобожденным, я не желаю. На утро судили их, шел судебный процесс, формальный. Улуби Буйнакский юрист по образованию, он знал, что это их судьба предрешена, суд формальный и так далее. И после того, как все это закончилось, это на 16 августа, ночь на 16 августа, дверь осталась открыта. Улуби Буйнакский знает, что дверь открыта осталась до утра, и он никуда не собрался уйти. Поднялся шум, смена часовых, там пришли, дверь открыта, а там Улуби Буйнакский внутри вот так вот, из угла в угол ходит. Я не хочу акцентировать его работу, его деятельность и так далее. Может быть, человек ошибся.
Мы построили другую жизнь уже. По другому пути идем уже 20 лет, да? Смотрите, этот человек мог же учиться. Учился же он хорошо, успешно. Мог же и работать. Мог же он перейти на эту сторону и жить, и работать. При этом строить тоже. Единственное, подчеркиваю, и буду подчеркивать всегда, как человек, который родился на этой земле, он остался человеком. Он не бросил своих товарищей. Они пошли ведь по его зову. Он весь собрал их всех. Не потому, что там был он, просто они были соратники его. Они вместе с ним сидели. И вместе с ним были арестованы. И этот человек, ему совесть не позволила оставить товарищей и быть освобожденным. Вот это момент, когда почему я акцентирую вот это каждый раз. Вот у нас перемены пошли, да, пошли. И говорят, да, Большевик, зачем надо было? Вот неправильно он сделал. Вот, хотят вычеркнуть из истории этих людей. Этого не должно быть. Если даже мы осуждаем его путь, по которому он шел, какой путь он выбрал, если даже придет время, если даже когда-нибудь вот, поспеют это сделать, они не поспеют. Вот это вот последний момент, когда он знал, что их вывезут на расстрел, утром на расстрел вывезли на расстрел, вот расстреляли их. Шестеро их было. Одного из них приговоренных к смертной казни через расстреляние. Одного из них, Оскара Лещинского, расстреляли за день раньше в стенах тюрьмы. Это была политика ихняя. Они не хотели русского смешивать с дагестанцами. Все остальные дагестанцы. А все остальные во главе с Улубием, Кумыр, Абдулмежид Алиев, аварец, Абдулвагаб Гаджимагомедов, даргинец, Абдурахман Исмаилов, лезгин, Абдул Галимов Саид, лакис. Смотрите, у нас в Дагестане проживают и много народностей, с коренных 7. А он объединил всех почти представителей народов Дагестана. Не так, как сегодня. Каждый за себя. Движение создают и аварцы отдельно, и кумыки отдельно. Движение создают лакцы, лезгины и так далее. А он объединял их. Объединял в лице их весь Дагестан. Вот это самое главное. И когда их расстреливали, вот перед тем, как их расстреляли, Улуби, обращаясь к солдатам, сказал: мы вас не виним в том, что вы исполните этот преступный акт, но придет день, когда вы направите дуло этих винтовок против этих господ, которые заставляют это делать. Видимо, дрогнула рука одного из солдат. После залпа, когда врач осматривал трупы, убеждаться, да? Вот. И он докладывает, один из них не смертельно ранен, он был в очках. Улуби Буйнаси носил пенсне. Вот. И добивает его 2 выстрелами из нагана белый офицер Зеленцов. Зеленцов и Гуров, они, эти 2 белых офицера, они руководили этим процессом. Вот. Добили. Почему я говорю еще раз, добили? Вот. Тогда, когда, вы помните же из истории, оборвалась веревка, или там все через повешенный, когда было. Если, да, он падал, все, ему давали зеленую дорогу, уходить, все, вторичную. И здесь тоже самое должно было быть, да, по идее? Не случилось. Он добил его 2 выстрелами из нагана. Так оборвалась жизнь молодого, неполных 29 лет, Улуби Буйнаси отдал свою жизнь в этой неравной борьбе за счастье трудового народа. И несколько слов вот здесь тоже продолжим, потом зададите вопросы, если что, я отвечу. Вот эта фотография, на нас смотрит девушка по имени Апу Булач. Ее старший брат
Хаджамар Фулач, известный глазной врач, окулист в Дагестане, профессор, работал долгое время и своей смертью умер. А она была младшая сестра этого Хаджамара Булач. Хаджамар Булач и Улубей Буйнакский были друзья. Когда он ехал в Москву, вместе ехали, он в Ростове учился, Хаджамар Булач. Значит, Улубей уезжает на каникулы в Дагестан, а идти некуда. Богатые родственники отреклись еще при жизни отца. И при дележе его богатства ему ничего не досталось от отца. Некуда было идти, а приехать на каникулы он должен был в Дагестан. Тогда Хаджамар Булач написал записку: приедешь в Дагестан, отдай моей матери вот эту вот записку. Так и сделал Улубей Буйнакский. Приехал в Дагестан, разыскал их дом, мать, ее мать, Ажау звали ее, отдал он записку. Она прочла эту записку, а там было написано так: подателя всего, мать, моя мама, примешь так, как бы приняла ты своего родного сына. И с этого пор они дружили. Он оставался у них, работал, при работе, значит, у них собирались. В общем, эта семья была такая. Вот. Она была моложе его на 12 лет. Сохранились письма, вот отрывки из этих писем. 17 писем дошли до нас. Она сохранила и передала нам. 17 писем. Только будучи в тюрьме, только тогда, когда он понял, что, как он сам выражался, не выбраться ему из этого каменного мешка, тогда он признался в чувствах любви по отношению к этой девушке. Только тогда он писал, что я вас люблю и так далее. А до этого в письмах нигде не указывается, нигде не говорится, что работа, расшифровывает свою программу и так далее, и так далее. И он просил ее: люби, милая Тату, и мою дорогу. Не проливай ни единой слезинки. Пусть враги залезают при виде тебя. Смотри вперед, гордо поднятой головой, ходи. Выучилась она, окончила Институт народного хозяйства в Москве. Первая комсомолка у нас в Дагестане. Работала на высоких должностях в ЦК тогда еще. А будучи на пенсии, приехала в Дагестан. И здесь, в Дагестане, она очень часто общалась, встречалась с учащейся молодежью, с детьми и рассказывала о Улубее. Что и главное, она, сохранив верность Улубею Буйнакскому, умерла на 78-м году жизни, в 1980 году. Вот так вот. Так. Спасибо, говорю. Вы представьтесь, пожалуйста, кто вы? Магомедов Зайнутдин Магомедович. Директор музея, да? Директор музея 31 год. Сегодня моя дочь Магомедова, то есть Бекбулатова Мунира Зайнутдиновна. Она моя дочь. Она историк, учитель, преподает историю в школе. Сегодня мы, возраст у меня пенсионный, я буду рассказывать, работать, а она будет вести работу. Преемственность должна быть. Должна. Никому не будет отдать 30 лет, 32 года, что я собрал все это. И я решил вот так вот сделать. И руководство пошло навстречу, мирно решили этот вопрос. Я добровольно передал мою должность, я пошел научным сотрудником. Вот. Все, я закончил. Спасибо большое. Приезжайте.